Смех и грех в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую причину коррупции в Таджикистане назвал Рахмон. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Минфине обнаружены хищения на сумму в 5 миллионов самани, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Эти средства были присвоены структурой в 2020 году, заявил глава государства, выступая перед работниками финансового сектора. В результате проверки Минфина и 7 подведомственных ему структур, проведенной в 2020 году Агентством государств финансового контроля и противодействия коррупции, выявлено в общей сложности 5 миллионов самани финансовых потерь, сказал президент. По словам Рахмона, основные финансовые потери выявлены в центральном аппарате министерства. Президент назвал данную ситуацию свидетельством наличия факторов, способствующих совершению коррупционных преступлений, нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления служебным положением в системе Минфина. Также глава Таджикистана сказал, что один из факторов коррупции в стране – это денежные расчеты. Также он забыл упомянуть, что одним фактором из этого является он сам. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Благодаря государственной независимости и реализации целевой политики правительства, а также реформам в управлении государственными финансами, Министерство финансов действует как компетентный орган с конкретными задачами и обязанностями. За период независимости создана современная законодательная база для формирования финансовой политики, включая налоги и бюджет. Приняты сотни нормативных правовых актов, реализация которых обеспечила самостоятельное функционирование и единую национальную финансовую систему. Участились случаи наличной оплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, которые приводят к нарушениям и коррупции, сказал президент. То есть часть финансовых и административных операций по-прежнему осуществляется старыми методами, что негативно сказывается на эффективности сектора, пояснил он. В большинстве случаев необходима информация о налогах, пошлинах, штрафах и других платежах, а также о финансировании выполненных работ и оказываемых услуг из государственного бюджета предприятиями не предоставляются в соответствующие контрольные органы, добавил таджикский лидер. Он поручил Министерству финансов совместно с другими профильными министерствами, ведомствами и органами принять меры по устранению этих недостатков, а также осуществить полную цифровизацию финансовой системы. Как вы относитесь к такому оправданию Рахмона? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!